Здравствуйте, мои дорогие любимые, с вами снова канал Alive. И сегодня мы с вами погадаем в поле на замечательную тему: выйдете ли вы еще раз замуж и за кого? У нас с вами будет 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, мы отмахиваемся от жуков. Мамочки! Тут жуки живут. Большие. Но они к вечеру вышли. Итак, 1, 2, 3, 4 позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, а мы с вами начинаем с самой первой позиции. Итак, выйдете ли вы еще раз замуж и за кого? Итак, я извиняюсь за смех. Те, кто оскорбляется, пожалуйста, не оскорбляйтесь, если я смеюсь, потому что я смеюсь из-за жуков, а не из-за вас или из-за карт. Итак, первая позиция. Выйдете ли вы еще раз замуж? У нас тут вышла карта «Тройка мечей». Тройка мечей показывает, что от каких-то прошлых отношений, прошлых жизненных переживаний, вашего детства или еще чего-то у вас очень много психологических травм. И, конечно, это накладывает отпечаток на будущую вашу личную жизнь. Вам нужно буквально эти травмы, эти страхи, эти какие-то прошлые мучения проработать, чтобы начать новые отношения. Вам нужно от чего-то освободиться, что-то забыть, от чего-то отказаться, может быть, из прошлого, или научиться доверять людям, потому что действительно, возможно, вас обижали в прошлом. И ваше сердце, оно как будто бы разбито. Вот. Если вы не чувствуете резонанса с этой картой на сегодняшний день, вам лучше взять и поменять позицию, потому что многие выбирают одну и ту же цифру, да? А мое мнение здесь, что лучше вам выбрать тогда другую, если вы не чувствуете вот эту тройку мечей в себе. Потому что здесь, да, здесь вы привязаны к кому-то из прошлого, еще не можете забыть и много пережили. Хорошо, это не значит, что вы не выйдете замуж, да? Это значит, что вам придется это проработать. Может быть, даже, не знаю, с психологом или по жизненным обстоятельствам. Добавим карту. Мы здесь видим 9 пентаклей. 9 пентаклей буквально показывает, что вы успокоитесь, вы самореализуетесь. Сначала, вот перед тем, как выйти замуж в будущем, вы очень многого добьетесь. У вас будут деньги, у вас будет хорошее положение в социуме, вы будете абсолютно самодостаточны, у вас будет все. И тогда только вы пойдете замуж, да? Вы тогда только задумаетесь над тем, что вам нужны новые отношения, потому что иначе вы будете вставать все время только на старые грабли. А это вам крайне невыгодно и не нужно, понимаете? Вы можете по кругу заводить отношения одного типа, например, или опять ошибиться в выборе партнера. Поэтому здесь карта показала, да, вы успокоитесь, да, вы проработаете эти травмы, и более того, станете абсолютно состоявшимся человеком, состоятельным человеком. Хорошо, смотрим дальше. Кто у вас будет муж? Ваш муж – это отшельник. Вот видите, как интересно. Возможно, это вдовец, разведенный мужчина, но явно одинокий. Может, он даже никогда не был в браке, но одинокий. Вот вы знаете, это очень важно, когда ты выбираешь себе мужчину, который не в отношениях сейчас, которого ни у кого отбивать не нужно. Да, он привык быть один, он длительное время был один. То есть тот, с кем вы будете в будущем в браке, он действительно длительное время провел в одиночестве, причем так же, скорее всего, как и вы. Потому что, может быть, вы сейчас не длительное время в одиночестве, но вы будете длительное время в одиночестве к тому моменту, как вы выйдете замуж. Потому что вам еще нужно пройти кое-что, да, вот то, что я вам выше перечислила. И как только вы это пройдете, у вас этот будет одинокий мужчина, вы с ним составите пару 2 самодостаточных людей. Более того, его уровень духовного развития очень высок. И это значит, что этот человек, он будет вас платонически очень сильно любить. С ним есть о чем поговорить. Сексуальное вот это все влечение для него не так важно, как моральное, вот такое духовное влечение и общие какие-то хобби, может быть, занятия и так далее.
Вот такая первая позиция. А мы идем к позиции номер 2. Итак, вторая позиция. Выйдете ли вы еще замуж? Вышла карта рыцарь мечей. Может быть, и не один раз по этой карте вы выйдете еще замуж. Но брак у вас очень скоро будет, новый брак. Однако ваш партнер несколько агрессивный человек или просто резкий человек. Может быть, это близнецы или водолей или негативный аспект Козерога. Тоже вариант. Но карта четко показала здесь мужчину, рыцаря мечей, да. И он импульсивный, возможно, какой-то прям такой острый на язык. Но он будет. И очень-очень близко. Может быть, он уже есть. Но вы выйдете именно за него замуж. Следующая карта — 10 жезлов. Сначала вам будет с ним в отношениях тяжеловато. Это такой сам по себе тип тяжелый. Это такой человек, знаете, с таким дурным характером, может быть, которого нужно долго приручать, да, вот я бы сказала, приручать. И привыкать друг к другу придется, конечно, долго. Может быть, он слишком такой карьерист, скрупулезный, а вам придется много делать, да, по дому, да, и плюс справляться с его характером. То есть вот такой вот брак у вас будет. Давайте посмотрим еще карту. Но, однако, вы придете к гармонии друг с другом. То есть у вас есть шанс с этим человеком остаться вместе. И причем еще и в благосостоянии. То есть финансовое положение будет хорошим. Он такой пробивной, понимаете? Он такой карьерист, скорее всего. И очень много чего в жизни хочет. У него большие планы на будущее. Естественно, вы будете в итоге купаться в роскоши. Но вам придется вот с ним вот помучиться немножко в том плане, что такой требовательный, да, такой вот весь подозрительный, еще ревнивый, постоянно за словом в карман не полезет, еще может критиковать. Но это не каждая, конечно, женщина выдержит. Сложный такой характер мужчины. Может быть, у него национальность какая-то, да, особенная, слишком мужская или еще что-то. Такая позиция номер 2. Так уж вышло. А мы перейдем дальше к позиции номер 3. Выйдете ли вы еще раз замуж и за кого? Мы здесь видим карту суд. Суд, конечно, говорит о том, что вы выйдете замуж. У вас идет период в жизни реабилитации, улучшения жизни. И, естественно, это говорит о том, что у вас будет новый счастливый брак. Как будто бы, вы знаете, на прошлом браке или в прошлых браках, или вообще в прошлой жизни, которая у вас до этого была, вы отработали всю тяжелую карму, все там пережили, да, самое страшное. А сейчас у вас возрождение, вот вы как птица Феникс из пепла, и у вас будет, наоборот, очень счастливый брак. Причем как будто сама судьба, вот ангел-хранитель вам пошлет вашего мужа. Вторая карта у нас король Пентаклей. Это как раз мужчина, за которого вы выйдете замуж. Возможно, у него знак земли, или он с асцендентом в земле, богатый или просто влиятельный в обществе, зажиточный, хороший человек, надежный, для серьезных отношений очень подходит. Человек, на которого можно положиться, и он очень добрый. Он будет с вами нормально обращаться, но сексуальные отношения для него не на последнем месте. Поговорить с ним можно, но для него и вот земные удовольствия важны. И покушать, и хорошее хозяйство, и секс. То есть это все для него вот вместе очень важно, чтобы у него в жизни все было как бы по порядку, да, по порядку. Вообще на своей работе, на своем бизнесе, да, он бесплатно ничего делать не будет. Он такой вот прям денежку считает, но с вами будет щедрый. Следующая карта — 10 кубков. Вы построите с ним счастливую семью. Если вы женщина не старая, то получается вы сможете еще и родить ребенка, да, может быть. То есть все зависит от вашего возраста. Но просто карта показывает счастливую семью. Если вы в возрасте, познакомите с ним детей своих, а он с вами, и все вместе будете
Ну, как бы общаться очень хорошо, выезжать куда-нибудь вместе. Ну, дом будет у вас, скорее всего, хороший дом. Уже, наверное, не квартира. Но если квартира, то богатая, да. Ну, либо вот дом хороший. Ну, такая позиция номер 3. А мы идем с вами дальше к позиции номер 4. Выйдете ли вы еще раз замуж в жизни? И за кого? Вышла королева кубков. Королева кубков — это тоска по любви часто. Карта действительно говорит о том, что вы не можете быть в одиночестве. Вы, скорее всего, очень привлекательны. Мужчины вас постоянно замечают. И вы не можете не выйти замуж в будущем. Это просто нереально. Вас все равно схватят с руками, с ногами, соблазнят. Да и вы не можете, вы не хотите жить одна. Это тоже важный аспект. Есть женщины, которые могут жить одной и не хотят прихорашиваться. У вас все наоборот. Вы хотите прихорашиваться, вы не хотите жить одна. Естественно, вы найдете себе мужчину. Или он найдет вас. Ну, скорее всего, он вас будет окучивать, соблазнять. Уж не вы точно. Вы просто красивая, миловидная женщина. Очень привлекательная, харизматичная, приятная. Такая не может быть без мужчины, понимаете? Вам нужен защитник. Вы слишком такая не суровая, да, не без лидерских качеств, там, избыточных. Все равно вам нужен защитник. Хорошо, давайте посмотрим следующую карту. Король жезлов. Вот вы, получается, выйдете замуж за мужчину очень такого яркого, сексуального, для многих женщин интересного, но он позарится на вас, потому что вы умеете, скорее всего, прихорашиваться, следить за собой. И просто сама по себе интересная личность. И вот он такой мужчина, всего добился в жизни сам, хороший человек. Женщинам нравится, потому что он еще в таком нормальном возрасте, вашего примерно возраста. И вы друг друга стоите, друг с другом сочетаетесь очень. Стихии могут у вас немножко не сочетаться, но сами вы по себе друг с другом хорошо. И в обществе вы будете пара очень красивая. Очень красивая пара. Давайте посмотрим дальше. Десятка пентаклей тут показывается. Хорошая будет семья и имущество. Может быть, даже несколько видов имущества. Там, допустим, дом, квартира, дача, еще что-то. То есть у этого человека все есть. И сразу же обращайте внимание только на того, у которого все есть. Потому что это ваша вторая половинка в будущем. Это тот мужчина, с которым будет с вами жить. Поэтому вам нужно обращать внимание на зажиточного мужчину без долгов. Это будет ваш мужчина. А тот, который, если там у него нет денег или долги, или нет имущества, это вы просто потеряете зря время. А этот мужчина, который вам написан тут по судьбе, он прям, хорошо у него деньги, богатый он. Или просто средний, не ниже среднего точно. Я вообще вижу так, что вы должны жить очень, очень хорошо. И вы ему обеспечите это существование хорошее. Женщина в доме, шея, мужчина голова. Он будет работать, а вы все обустраивать. Вот так. Такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Также сегодня на школе Таро и гаданиях, заговорах, ритуалы Карина, вышло еще там видео на школе Таро, 2 видео, и шоты с Демидом на заговорах, ритуалах 1 видео. Обязательно смотрите все каналы мои, то есть не только этот канал и лайв. Всем пока и до новых встреч.